Ну, значит, теперь мы будем готовить, можно назвать его, наверное, сладким. Ну, по крайней мере, я сделаю его сладким. Это кулич, который староверы греческие называли пастой. Вот. Готовится он из сдобного теста. В принципе, особенность его в том, что вы найдете 100-500 рецептов в интернете, поэтому я не буду сильно много рассказывать. Особенность его в том, что в тесто, помимо дрожжей и муки, делается оно на молоке, и идет прям очень много сливочного масла, куриные желтки, именно потому что они пожирнее, и еще и подсолнечное масло. То есть тесто получается, вы видите, очень, очень эластичным и очень оно прям жирное. Ну, то есть люди, очевидно, долго не ели ничего жирного, и теперь прям очень стараются такие. Вот, в общем, готовится тесто. Тесто нужно выстоять, оно поднялось уже у меня. Вначале я сделал опару, потом само тесто. Вот, теперь его нужно разделить на 7 частей. Причем части должны быть от маленького к большому. В принципе, я думаю, что его просто делили на части, потом смотрели, как получилось. Вот, получается у нас 7 частей. В тесто точно так же добавляли специи. Как правило, из того, что я нашел, это был кардамон, самый распространенный. В одном рецепте я нашел шафран, но я сильно сомневаюсь, что в каком-то территории нашли шафран, хотя, кто знает. Вот, в общем, делается 8 таких вот шариков. Теперь из них нужно сделать лепешки. Такие вот делаются лепешки. Складываем ее на противень. Берем следующий круг, точно так же его. И смысл в том, чтобы у нас получилось 7 разных кругов. Такая получается пирамидка. Сейчас попробую сделать из этого буковки. Так, теперь самое главное, во всех рецептах, которые я нашел, очень обильно смазывали эту пасту яйцом. Вот, и посыпали изюмом, но мне кажется, что изюм найти было сложно, в то время, по крайней мере. Поэтому мы будем использовать, у нас есть приготовленное в нашем музее, в ресторане «Рандель», варенье из красной смородины с инжиром. Мне кажется, что это будет очень в тему. Мы не будем посыпать, мы добавим варенье прям в яйца. Оно, видите, оно крупными кусками, и само смородина, и инжир. Мы добавим его в яйца. И этим будем красиво смазывать, чтобы это все красиво лежало на слоях паски. Так, и ставим в духовку градусов на 180, я думаю, минут на 40, но потом посмотрим. И все.